Доброго времени суток, дорогие телезрители! В эфире НВК «Саха», программа про авто 14. Мы обсуждаем темы и поднимаем вопросы, которые касаются безопасности дорожного движения. В студии работает Руслан Ачиров. В течение следующих 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Что случилось на дорогах республики за последнюю неделю? Что считается выездом на встречную полосу? И можно ли ехать по ней, если нет разметки? В течение какого времени нарушение ПДД считается повторным? Тюнинг автомобиля по закону. Что можно и что нельзя менять в своей машине? Особенности национальной езды на снегоходах в зимний период или какие правила для буранов надо знать? Повторение – мать учения. Правила дорожного движения в нашей студии проверит пенсионер МВД Михаил Сосин. А в начале выпуска предлагаем вашему вниманию обзор происшествий на дорогах нашего региона. На автомобильных дорогах республики с 25 ноября по 1 декабря зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, где травмировано 25 человек, в том числе пострадало 4 несовершеннолетних. Так, 25 ноября в Нерюнгринском районе на федеральной автодороге А-360 Лена водитель автомобиля марки «Шакман» не учел дорожные и метеорологические условия, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с бензовозом. В результате происшествия 2 водителя транспортных средств получили телесные повреждения, один из них госпитализирован. В момент ДТП оба были трезвы. А другой водитель грузового автомобиля 26 ноября находился в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего совершил опрокидывание машины и госпитализирован в хирургическое отделение Амгинской больницы. 29 ноября на 138-м километре федеральной автодороги Вилюй водитель, двигаясь по маршруту Якутск-Бердигистях на автомобиле марки Toyota Hiace, на повороте, не справившись с управлением транспорта, допустил съезд с дороги. В момент ДТП в салоне автомашины помимо водителя находилась пассажирка. Женщина госпитализирована в медучреждение. В тот же день на федеральной автодороге Вилюй водитель автомобиля марки Nissan Almera, выехав на полосу встречного движения, совершил лобовое столкновение с автомашиной марки Toyota Vitz. В результате происшествия тяжелые травмы получил и водитель автомобиля Nissan, и водитель с пассажирами Toyota Vitz. Все госпитализированы в медучреждение. 29 ноября на федеральной автодороге Вилюй водитель автомобиля марки Toyota Corolla совершил наезд на лошадь. От сильного удара машина съехала с дороги в кювет, водитель госпитализирован в реанимационное отделение Нюрбинской больницы, а лошадь погибла. В тот же день в Мегино-Кангаласском районе между поселком Нижний Бестях и селом Тюнгюлю автомашина Toyota Нох съехала с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и 2 пассажира доставлены в больницу. 1 декабря на ФАТ Лена водитель, управляя автомобилем марки ГАЗ, не учел дорожные и метеорологические условия, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспорта, в результате чего совершил столкновение с грузовым автомобилем марки КАМАЗ. В результате происшествия пассажир автомобиля ГАЗ погиб до приезда скорой медицинской помощи. В момент ДТП находился на заднем пассажирском сидении за водителем. Ремнем безопасности не был пристегнут. Сам же водитель и другой пассажир госпитализированы в травматологическое отделение Алданской больницы. В момент ДТП оба были пристегнуты ремнями безопасности и трезвые. По факту ДТП проводится проверка. А мы двигаемся далее. Как все легализовать, если душа просит сделать не как у всех? Ведь тюнинг автомобиля без оформления в соответствующих органах чреват крупными неприятностями. Далее мы расскажем, как сделать все правильно и можно ли переделывать машину. Переделывать машину можно, но после детального изучения технических регламентов. Например, техрегламента Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. Там довольно четко указано, какие переделки автомобиля не требуют последующей легализации, а какие придется оформлять. К примеру, не потребуется вести машину на инспекцию, если вы установили фирменные детали конкретно для этой марки модели, так как на такие агрегаты у фирмы-производителя есть все необходимые документы. Если вы меняете детали по мере износа на такие же, дополнительные телодвижения тоже не потребуются. Внесению изменений в конструкцию подлежат навесные элементы, установленные элементы, которые не предусмотрены заводом-изготовителем
при производстве транспортного средства. То есть это получается газовое оборудование, усиленные силовые бампера, багажники, лестницы, замены двигателей, ну и всего тюнинг транспортного средства. Еще до момента внесения изменений следует обратиться за предварительной оценкой в экспертную организацию. Для оценки проекта надо написать заявление, указать общее техническое описание проекта доработок. На все агрегаты, которые хочется заменить, потребуются сертификаты соответствия. Если с предварительным заключением эксперта все хорошо, оно попадает в единый реестр. И можно подавать заявление в ГАИ через госуслуги. А после разрешения ехать в автосервис, где требуемые изменения внесут и выдадут декларацию, куда должны быть внесены все работы. Затем следует ехать на техосмотр за еще одной проверкой и диагностической картой. Но это еще не все. После этой экспертизы надо делать проверку безопасности конструкции транспортного средства. С собой нужно взять весь накопившийся набор бумаг с прошлых проверок, осмотров и экспертиз. Если экспертов на этом этапе все устроит, они выдадут протокол техэкспертизы с подтверждением или нет безопасности конструкции. Затем следует вернуться в ГАИ за свидетельством, а потом в течение 10 дней перерегистрировать изменения в ПТС и СТС. Вот так все легко и просто. Повторный штраф за одно и то же нарушение – это метод борьбы с безответственными водителями. Почти всегда такой штраф строже первого. За опасные для общества действия, например, пьяное вождение, могут даже посадить в тюрьму. О том, какой штраф можно получить за повторные нарушения в разных ситуациях и как его обжаловать, в нашей студии расскажет Валерий Иванов, инспектор отделения исполнения административного законодательства Управления госавтоинспекции МВД по Республике Саха-Якутия, лейтенант полиции. Валерий, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, что такое повторное нарушение ПДД? Повторным правонарушением, здравствуйте, уважаемые жители республики. Повторным правонарушением признается, когда водитель повторно совершает аналогичные административные правонарушения в течение 1 года со дня окончания исполнения постановления по делу об административном правонарушении. С момента исполнения это уплата штрафа или день окончания срока лишения. Скажите, а что будет за повторное нарушение ПДД? За повторное правонарушение правил дорожного движения, там, например, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, то есть по статье 19.8 и 19.26, водитель будет привлечен к уголовной ответственности, Уголовного кодекса по статье 264.1. То есть это нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Наказание наказывается штрафом в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. Также выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу предназначенную для встречного движения, влечет наложение административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев. Повторное совершение административного правонарушения, то есть частью 4, то есть 12.15, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок 1 год. Повторное превышение скорости влечет следующую административную ответственность. Наложение административного штрафа в размере 2000 рублей до 2500 рублей. За превышение скорости на величину более 40 км в час, но не более 60 км в час. Так. А вот за какие нарушения наказание бывает строже? За самые грубые нарушения их можно попасть под административный арест или лишение, или лишиться свободы. Лишение свободы. Превышение скорости, езда без прав, проезд на красный и остановка на автомагистрали или другие нарушения. Если сотрудник ДПС поймает водителя в состоянии алкогольного опьянения, первый раз он получит штраф в сумме 30 тысяч рублей с лишением прав на срок до 2 лет. Если водителя подозревают в том, что он пьян, но не соглашается с прохождением медицинского свидетельствования,
подтверждением его непотребных состояний. Ну, если пойманному водителю урок не пошел впрок, и он вновь попался на таком же нарушении, проблем у него будет гораздо больше. То есть сумма штрафа возрастет от 10 раз до 300 тысяч рублей. В определенных случаях, например, при опасном вождении, создающем угрозу для остальных участников дорожного движения, суд может отправить его за решетку. Скажите, а когда выставляют штраф за повторное нарушение правил дорожного движения? Так, если водитель нарушил правила дорожного движения, его оштрафуют или лишат прав. У него есть 10 дней даты постановления на обжалование. Если если этого не сделать, решение вступит в силу. Так, с этого момента начинается год, и когда за аналогичные нарушения водителя накажут строже, чем в первый раз. Валерий, вообще всегда информация, она, конечно, ее так люди более-менее знают, но вот когда еще раз повторяют, это конечно, гораздо эффективнее. И сейчас у вас есть возможность обратиться к водителям, к участникам дорожного движения. Пожалуйста. Уважаемые жители, гости столицы Якутска и Республики Саха-Якутия, хочу обратиться, соблюдайте правила дорожного движения. Также самая главная работа госавтоинспекции – это профилактика дорожного движения и правонарушений, снижение дорожно-транспортных происшествий. И работаем на предупреждение, усиленно работаем на предупреждение. Спасибо. Ну а я напоминаю, что у нас в гостях был инспектор отделения исполнения административного законодательства госавтоинспекции Валерий Иванов. А мы продолжаем. Выезжать на встречку запретили не просто так. Это важная часть безопасности на дороге. А чтобы было неповадно, за нарушение правила предусмотрели наказание. Наш следующий сюжет расскажет, на каких дорогах нельзя выезжать на встречку и какой ждет штраф за такой выезд. Выезд на встречку – это маневр, при котором транспортное средство выезжает на часть дорожного полотна, предназначенную для движения встречных машин. Чаще всего это запрещено дорожными знаками или сплошной полосой. Где нельзя выезжать на встречку? На дорогах с 4 или более полосами, на трассах, где встречка отделена сплошной двойной или одинарной линией, сплошной с прерывистой линией, а также с трамвайными путями. За выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, цели обгона или объезда, санкции части 4 статьи 12-15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев. При повторном совершении административного правонарушения, предусмотренного данной статьи, предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на 1 год, либо штраф в размере 5000 рублей. За первое нарушение можно получить скидку 50%, если оплатить штраф в течение 20 дней. В некоторых случаях этот срок можно продлить, если есть уважительные причины. Например, письмо с уведомлением отправили не на тот адрес или у водителя не было возможности получить квитанцию вовремя по независящим от него обстоятельствам. Например, он находился в больнице. В этом случае следует написать ходатайство в свободной форме, указав все доводы. Оплатить штраф за выезд на встречную полосу можно на сайте госавтоинспекции, на портале госуслуги, в отделении банка и в других различных приложениях для оплаты штрафов. Снегоход стал излюбленным способом передвижения в зимнее время и одним из самых популярных развлечений на выходных после катания на квадроцикле. Однако не стоит забывать о том, что это транспортное средство, хотя и достаточно простое в управлении, но требует выполнения соответствующих правил дорожного движения. Квадроциклы и снегоходы давно известны тем, что требуют для управления специфический документ – удостоверение тракториста-машиниста. Но год назад ситуация изменилась, причем в сторону упрощения. Теперь водить квадроциклы и снегоходы разрешили и обладателям обычных водительских прав.
То есть обладатели водительских прав категории А или подкатегории Б1 имеют право ездить на квадроциклах и снегоходах. Таким образом, мотоциклисты получили доступ к новой для себя технике без получения дополнительных документов. Второй абзац статьи 15 Федерального закона разрешает ездить на квадроциклах и снегоходах обладателям водительских прав категории Б, С или Д, но только на основании договора аренды или проката такой техники и только после проведения инструктажа. То есть, если у вас есть мотоциклетные права, то теперь вы можете ездить по ним на квадроциклах и снегоходах, в том числе собственных. А вот обладателям категории Б, С или Д можно только брать такую технику в аренду. Если купить себе снегоход или квадроцикл, то ездить на нем по-прежнему будет нельзя. Правда, теперь у них есть выбор. Для езды на собственной самоходной машине можно либо, как раньше, получить удостоверение тракториста-машиниста, либо открыть категорию А или Б1 в правах. Снегоходы и внедорожные мототранспортные средства подлежат к регистрации в органах гостехнадзора по месту регистрации владельца в течение 10 суток с момента приобретения транспортного средства. Только имея при себе свидетельство регистрации транспортного средства, свидетельство прохождения техосмотра, удостоверение на управление транспортным средством, можно отправляться в путь на снегоходе. Страховой полис ОСАГО при регистрации эксплуатации снегоходов не требуется. Как видно, правила управления самоходными машинами упростили, но ограничения остались. Что же грозит тому, кто сядет на квадроцикл или снегоход без нужных документов, например, на личную технику с правами категории «Б»? Такое нарушение карается по статье 9.3 КоАП как нарушение правил или норм эксплуатации самоходных машин. Согласно ей, такое нарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев. Так что не стоит воспринимать новые правила как безусловную поблажку и садиться на свой снегоход без категории А или Б1. С удовольствием хочу приступить к нашей постоянной и любимой многими рубрике, в которой горожане проверяют свои знания о правилах дорожного движения. И по традиции наш экспресс-тест состоит из 10 вопросов. А сегодня ответит на них пенсионер МВД Михаил Сосин. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, скажите, какой у вас стаж вождения? 30 с лишним лет. 30 с лишним лет. Ага. Ну, я надеюсь, вы не волнуетесь? Или есть волнение? Да, есть. Есть, конечно. Но будет 10 вопросов и ваши 10 ответов. Ага. Итак, первый вопрос. Данная вертикальная разметка, варианты ответов, запрещает стоянку транспортных средств, запрещает остановку транспортных средств и обозначает бордюры на опасных участках дорог. Ага. Обозначает бордюры на опасных участках дорог. Вариант номер 3. Ага, Принято. стоя. Следующий вопрос. Такой сигнал рукой, подаваемый водителем легкового автомобиля, информирует вас, варианты ответов, о его намерении повернуть налево или выполнить разворот, о его намерении остановиться и уступить дорогу грузовому автомобилю, и третий вариант, о приближающемся слева транспортном средстве. Ответ первый. Вариант номер 1. Принято. Следующий вопрос. Продолжить буксировку можно. Варианты ответов только в направлении А, только в направлении Б, и третий вариант в любом направлении из указанных. А. Направление А. Направление А. Вариант номер 1. Принято. Следующий вопрос. Как вам следует поступить при движении в прямом направлении? Варианты ответов. Уступить дорогу грузовому автомобилю, выезжающему с грунтовой дороги. Второй вариант. Проехать перекресток первым. Да, у меня главная дорога, я первый проезжаю. Вариант номер 2. Ага, 2. Следующий вопрос. При повороте налево для въезда во двор вы обязаны уступить дорогу. Варианты ответов только велосипедисту. Второй вариант только пешеходам. И третий вариант пешеходам и велосипедисту. И пешеходам, и велосипедистам уступаю. Вариант третий. Принято. Следующий вопрос. Эти знаки обязывают соблюдать дистанцию. Варианты ответов менее 70 метров на протяжении 100 метров. Не менее 70 метров на протяжении 100 метров. И вариант номер 3 от 70 до 100 метров. Так, там табличка указывает зону действия знака, то есть на протяжении 100 метров. Первый вариант. Вариант номер 1. Ага.
Не менее Не менее выбирайте. не менее 70 метров дистанция на протяжении 100 метров. Это вариант номер 2. Ага, да. Принято. Следующий вопрос. В месте выезда из лесистого участка, где установлен знак «Боковой ветер», вам следует: варианты ответов: уменьшить скорость и быть готовым к возможному отклонению автомобиля от заданного курса. Вариант номер 2: не изменяя скорости, сместиться ближе к центру дороги. И третий вариант: не изменяя скорости, сместиться ближе к обочине. Вариант первый. Вариант номер 1. Принято. Следующий вопрос. В данной ситуации вы, варианты ответов: должны уступить дорогу, так как препятствие находится на вашей полосе движения. Должны уступить дорогу, так как встречный автомобиль движется на спуск. И третий вариант: имеете право проехать первым, так как вы движетесь на подъем. Вариант третий. Вариант номер 3. Спускающийся уступает поднимающемуся. Принято. Следующий вопрос. На каком расстоянии от знака вам разрешено поставить автомобиль на стоянку? Варианты ответов: не менее 5 метров, не менее 10 метров и не менее 15 метров. Это автобусная остановка, да? Автобусная остановка. 15 метров. Не менее 15 метров. Вариант номер 3. Принято. И последний вопрос. Разрешается ли вам поставить автомобиль на стоянку в этом месте? Варианты ответов: разрешается. Разрешается только с частичным заездом на тротуар. И третий вариант: запрещается. 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 Ага, Вариант номер 3. Принято. Итак, были даны ответы на все 10 вопросов, а результаты проверит преподаватель учебного центра «Автоэксперт» Анастасия Бушуева. Добрый вечер, уважаемые зрители. Итак, проверим знания по правилам дорожного движения Михаила Ивановича. Итак, первый вопрос. Данная вертикальная разметка. Вертикальная разметка предупреждает о движении по опасному участку дороги. В нашем случае обозначает бордюры на опасных участках дорог. Ответ 3. Такой сигнал рукой, подаваемый водителем легкового автомобиля, информирует вас. Если у нас не работает указатели поворота, то водители у нас подают сигнал рукой. В нашем случае вытянутая левая рука показывает поворот налево или выполнить разворот. Ответ 1. Продолжить буксировку можно. У нас установлен знак 3.7. Движение с прицепом запрещено. Он запрещает с прицепом грузовых автомобилей и тракторов. А также он запрещает буксировку. Поэтому мы прямо не можем поехать, только в направлении А. Ответ 1. Как вам следует поступить при движении в прямом направлении? Мы знаем, что дорога твердым покрытием по отношению к грунтовой, твердая дорога является главной. Значит, грузовой автомобиль выезжает из грунтовой дороги, мы двигаемся по твердой дороге. Значит, мы проедем перекресток первыми. Ответ 2. При повороте налево для въезда во двор вы обязаны уступить дорогу. При повороте налево, развороте мы должны обязательно уступить пешеходам и велосипедисту. Ответ 3. Эти знаки обязывают соблюдать дистанцию. Мы знаем, что такое дистанция. Дистанция не менее 70 метров. Пожалуйста, не путайте боковой интервал от дистанции. И дистанция между автомашинами здесь должно быть не менее 70 метров. И она у нас применяется, зона действия, на протяжении 100 метров. Ответ 2. Не менее 70 метров на протяжении 100 метров. Ответ 2. В месте выезда из лесистого участка, где установлен знак «Боковой ветер», вам следует. Мы знаем, что опасно всегда выходить с закрытого на открытый. Поэтому здесь уменьшаем скорость и быть готовым к возможному отклонению автомобиля от сил бокового ветра. Ответ 1. Следующий вопрос. В данной ситуации у нас установлен знак «Подъем». Кто поднимается, тот имеет преимущество. Значит, мы здесь имеем право проехать первым, как движемся на подъем. Ответ 3. И у нас следующий вопрос. На каком расстоянии от знака вам разрешено поставить автомобиль на стоянку? Остановка и стоянка запрещена, если от знака будет менее 15 метров. Ответ 1. Ответ 3. Не менее 15 метров. А если у нас будут
вертикальная разметка зигзагообразная, то от зигзагообразной разметки мы считаем 15 метров. В нашем случае этой разметки нету, значит, от знака должно быть не менее 15 метров. Ответ 3. Разрешается ли вам поставить автомобиль на стоянку в этом месте? Прерывистая горизонтальная разметка, желтая, она запрещает стоянку. В нашем случае запрещается. Итак, Михаил Иванович, он ответил на все вопросы правильно. Уважаемые водители, будьте внимательны и ответственны на дорогах, ведь от этого зависит наша безопасность. Проявляйте уважение другим участникам дорожного движения. Всего вам доброго, до свидания. Вот и подошла к концу наша передача. Дорогие телезрители, будьте бдительны, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя. До новых встреч в эфире.